Чыкмаган Уфадагы уюшма жетекчилерин мэрияга чакыртачаклар. Руководителей уфимских компаний, которые не вышли на субботник, вызовут в мэрию. Өмелерге чыкмаган Уфадагы уюшма жетекчилерин мэрияга чакыртачаклар. Эхо Москвы в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски». Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщения прочитаны в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Здравствуйте, мы начинаем «Уфимский разворот». Сегодня вас приветствует Елена Черкова. Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом и номер для ваших СМС-сообщений +7 927 304 1051. Сообщения не только СМС, но и Телеграм, я напоминаю. Сегодня у нас среда, а план программы у нас сегодня стандартный. Мы почитаем прессу, мы послушаем фрагмент программы «Персонально ваш» с политологом Николаем Евдокимовым, поголосуем, благо есть, что у вас спросить, дорогие друзья. И во второй части мы в некотором роде подведем итоги хоккейного сезона с экспертом Рамилем Юлдашевым, он же директор спортивной школы имени Азаматова. Я думаю, многие, даже не многие, а все болельщики Салавата Юлаева, которые привыкли смотреть трансляции на БСТ, правда, вот не в последнее время, а чуть раньше, очень хорошо знают Рамиля Галяутдиновича. Но это будет во второй части, поэтому оставайтесь с нами и далеко не уходите. Предлагаю начать с прессы. Отбивки не будет. Начнем мы так. Предположим, что это была отбивка. Есть у меня материал на портале Дель Реалий, называется «К делу бывшего вице-премьера, намеренный привлечь экс-председателя правительства РБ Рустема Марданова». Такой шарада с утра немножко. Сами догадайтесь, кого там куда к чему хотят привлечь. Речь на самом деле идет как раз о Евгении Гурьеве, о министре земельных и имущественных отношений, арестованном до 20 мая. Верховный суд оставил без изменения решение Советского суда, арестовавшего Гурьева. Гурьев подал апелляцию на это решение, но Верховный суд вот вчера, насколько я понимаю, вчера было 9-е, это решение оставил в силе. Я напомню, что бывшего вице-премьер правительства и министра земельных и имущественных отношений обвиняют в части 3 статьи 286 УК. Ух ты, скоро уголовный кодекс наизусть выучу. Превышение должностных полномочий. По версии следствия, в ноябре 2015 года Евгений Гурьев организовал реализацию, это я уже цитирую материал дела, в обход установленного законом порядка проведения конкурсных процедур 2 земельных участков, расположенных на территории Уфы общей площадью более 17 тысяч квадратных метров. И стоимость там, это все оценивается в 27 миллионов рублей. Вот, собственно, ущерб бюджету 27 миллионов оценивается. После ареста Гурьева его супруга Оксана Иванова и адвокат Ренат Гореева заявляли о полной невиновности, утверждая, что все сделки с земельными участками были совершены законно на основании распоряжений правительства республики и решений арбитражных судов. Судебное заседание в Верховном суде неожиданно было объявлено закрытым. Почему неожиданно, непонятно. Собственно, понятно, что процесс по избранию меры пресечения был закрыт, потому что Следственный комитет об этом ходатайствовал. Они не хотели предварительной огласки материалов дела, и они полное право на это имеют. Но почему апелляцию закрыли, непонятно. Судья Ильнур Азнаев, как пишет Дель Реалий, вопреки нормам УПК, не принимал на этот счет никакого специального решения, просто сообщил об этом публике и прессе, заставив их удалиться. То есть даже ходатайство, что ли, не было заявлено, непонятно. Может, он просто не уходил, подумать, там формальная процедура есть, уйти, принять решение, его распечатать, зачитать, а он просто сказал, нет, идите. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменений, бывший вице-премьер продолжит находиться под стражей. Хочется про Марданова-то найти. Адвокат Ренат Гореева заявил, что решение Верховного суда будет обжаловано в кассационной инстанции, при этом защита намерена подать ходатайство, чтобы к процессу привлекли бывшего председателя правительства Башкирии
Рустема Марданова, который в 2014 году подписывал в качестве первого вице-премьера вышеупомянутое постановление правительства как раз о вот этих участках. Возможный статус Марданова в этом деле адвокат не уточнила. Вот это интересно становится уже, надо на суды начать ходить уже. Ну, наверняка, конечно, он будет свидетелем, ну, как бы, судя по мнениям тех экспертов, которые в том числе в нашей студии эту тему анализировали. У меня два материала, скажем так, с разных точек зрения на одно событие. Ради Хабиров выступил перед депутатами Курултая с отчетом о проделанной работе за год, ну, справедливости ради, не за год, да, там за 3 месяца конца прошлого года, с тех пор, как он возглавил республику в статусе в Рио. Значит, на медиакор-сети, значит, заголовок: «У всех есть, а у нас нет. В Башкирии мечтают об атмосфере для инвестиций». Ради Хабиров, здесь приводится его цитата, значит, выступил с такой мыслью, что они работают, как в учебниках пишут, по экономике, по менеджменту, и мы сделаем все, что в этих учебниках написано. Мы создадим сеть ТОСЭР. Кстати, что такое ТОСЭР? Территория опережающего экономического развития. Мы активно над этим работаем. У наших соседей рядом 4 субъекта. Мы смотрим, у всех у них это есть, а у нас нет. Вот конкретно эта цитата. Значит, наши инвесторы и те, кто хочет делать бизнес в Республике Башкортостан, должны от нас услышать очень простые вещи. Что здесь просто, здесь понятно, что здесь все по-честному, и здесь все довольно прозрачно и без коррупционных проявлений. Значит, также Хабиров напомнил, что у нас 3-й год подряд инвестиции в Республику упали. В 2016 году 355 миллиардов, в 2017 278, а в 2018 268. И при этом в этом году он планирует увеличение до 280, что, кстати говоря, примерно равно уровню 2017 года, но значительно меньше, чем уровень 2016 года. Значит, и правда ПФО Андрей Иванов по-другому озаглавил свой материал, что, в общем, неудивительно. Хабиров запутался в цифрах и сообщил Новаку неверные данные об экономике Башкортостана. Он прям обвинил. Прямо таки, да, прямым текстом. Значит, что он имеет в виду? Никакого роста промышленного производства в Башкортостане за первый квартал 2019 года в размере 3,5% статистический орган республики не фиксировал, пишет Андрей Иванов. Точно так же, как Росстат не заявлял о росте промышленности всей России в январе-марте в размере 2,9%. В Рио главы республики Ради Хабиров просто взял данные первых 2 месяцев года и выдал их за квартальные в своем Инстаграм, утверждает обозреватель «Правды ПФО». А отсутствие экономических компетенций у окружения главы привело к тому, что на эту вопиющую, пишет он, ошибку Радио Хабирову никто не указал, и в результате недостоверные сведения Хабиров озвучил еще и главе Минэнерго России Александру Новаку на коллегии министерства. Вот прямо так. 9 апреля в Рио руководитель региона выступил с отчетом о своей работе. Так, это мы уже сказали. Значит, было видно, что отчетный доклад для Хабирова писался из расчета триумфальной победы хоккейного клуба «Салават Юлаев» над омским «Авангардом», которую накануне в Рио должен был засвидетельствовать лично. Но правда ПФО уже подмечала тенденцию. Уфимские хоккеисты, а также как и футболисты футбольного клуба «Уфа», при присутствии на трибунах Хабирова неизменно проигрывают. Вот так вот. Ну, не знаю, как бы ваша... Нашел виноватых. Я видела Андрея то ли в Инстаграме, то ли в Фейсбуке. Я не помню где, но я очень смеялась, когда он писал, что каждый раз, когда он приходит на матчи, Салават выигрывает, а каждый раз, когда Хабиров приходит на матч, Салават проигрывает. И Андрей тогда что-то предлагал, типа, сделайте меня почетным болельщиком. Ну, что-то в таком духе, я сейчас не буду перевирать. Точно цитату не помню, я конечно, смеялась очень сильно. Более подробно на «Правде ПФО» и сразу проанонсирую. Сегодня в программе «Персонально ваш» после 15 часов как раз Андрей Иванов будет гостем, поэтому вы также вопросы свои можете ему прислать на наш телефон. Медиакор-сеть пишет о том, что работники скорой помощи попросили помощи и защиты через профсоюз. Речь идет, в частности, о сотрудниках Республиканской станции скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф. Они обратились в Федерацию профсоюзов Республики, к Марату Хусаинову, председателю, и председателю Рескома профсоюзов работников здравоохранения РФ Павлу Зырянову. Просят они помочь в целом списке проблем и вопросов. Среди них, в частности, кадровый дефицит, оплата труда, установление сокращенной продолжительности рабочего времени, изменение методики проведения специальной оценки условий труда и переподготовка сотрудников. Также медики просят открыть пункты скорой помощи в удаленных районах Уфы, типа Булгакова, Затона, Нагаева, Авдона и Шакши, и решить вопрос страхования работников от нападения пациентов. Ну да, это, почему бы нет? Действительно, это правда очень важная вещь. А также попросили оградить водителей скорой помощи от штрафов за превышение скорости. А что, есть, да?
В смысле, водители скорой помощи штрафуют за превышение скорости? Может, они иногда не включают эти проблесковые маячки, их формально подходят к это этому. все-таки машина-то как-то специальная. Там на в бортах правилах вся написано, разметка. они должны включить проблесковый маячок и звуковой сигнал. Ну, конечно, да, я понимаю, что этого, наверное, делать не надо, но, с другой стороны, закон есть закон, конечно. Тут еще, конечно, знаешь, вот с этими проблесковыми маячками и спецсигналами проблема, потому что они есть, что их нет, все равно вот людям, по-моему, плевать, да, едет скорая, она будет стоять в пробке, потому что тебе просто лень подвинуться. Ты знаешь, есть улучшение. Я вот замечал, раньше вообще всем было по барабану. В последнее время люди немного стали перестраиваться. Я, лично всегда так делаю, да. Но и находятся те единичные экземпляры, которые этого не делают, но в целом ситуация улучшается все-таки. Вот, они также просят помочь с организацией транспортировки маломобильных граждан из квартиры до автомобиля скорой помощи. На сайте Риском профильного профсоюза сообщается, что обращение работников направлено в правительство и Минздрав, республиканский, наш, башкирский. Попутно предложено создать межведомственную комиссию для рассмотрения и решения проблемных вопросов по существу. Вот это вообще мое любимое. Мы создадим комиссию, рассмотрим, примем единственное, верное, правильное решение. И, как добавляет Медиакорсеть, примечательно, что работе официального правкома станции скорой помощи работа резко активизировалась после недавнего визита в Башкирию главы независимого профсоюза медиков действия Андрея Коновала, который организовал серию резких публикаций о работе Минздрава Башкирии. По-моему, серия резких публикаций о работе Минздрава Башкирии не прекращалась в Башкирии последние несколько лет никогда. Минимум 2 года. Но я напомню, да, Наталья Евдокимова, член СПЧ, в нашем эфире рассказала, что, оказывается, врачи скорой помощи, состоящие в разных профсоюзах, получают разные надбавки, причем такие существенно разные. И, в общем, надеяться, если что вот эту, медицинскую тему продолжать, есть огромный материал на ПроУФУ. Я весь его зачитывать, конечно же, не стану. Расскажу коротенечко. Называется он «Фабрика смерти», в кавычках, как Гульнар Мустафина распродавала 21-ю больницу. Я не знаю, что у ПроУФУ с 21-й больницей за такие высокие отношения, но, конечно, прям наезд на врача такой серьезный. Это действующий главврач? Или? Да. В городской клинической больнице 21 на днях прошел первый в Башкирии выездной здравчас. Смогло ли высшее руководство республики дать объективную оценку деятельности Гульнары Мустафиной за 7 лет работы на посту главврача? Так начинается этот материал. Ну и ПроУФУ напоминает, что в 2012 году Гульнара Мустафина сменила главврача в 21-й больнице Назир Хафизова. С того времени у больницы началась совсем другая история. Ну и вот тут ее ПроУФУ излагает в своей собственной версии. Напоминает, что 21-я — это крупнейшая больница Башкирии, большая вместимость, огромная территория, выгодное географическое положение. Ее создавали как республиканскую, но в 1981 году, учитывая низкие показатели коечной сети в Уфе, передали городу. И она больше, чем кажется. Ой, это как в моем любимом сериале, знаешь, «Доктор Кто». It's bigger on the inside, да, она больше снаружи, чем внутри. Потому что под землей находится около 40% коммуникаций, на всякий случай, поэтому назовем больницу стратегической. Окей. Вот. Для Уфы она такая есть, в принципе, конечно, на самая выездном большая. здравчасе исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин и Ради Хабиров осмотрели недостроенный региональный сосудистый центр. Я напомню, он там рядышком находится, и другие объекты больницы. В ходе визита они сообщили, что в парковом массиве будет построена вертолетная площадка, и, как известно, к строящемуся тоннелю подойдет своя развязка от больницы. Далее объясняем, почему для этого придется снести целый дом. Вертолетные площадки — довольно болезненный вопрос, да, вот это вот все там нам напоминают. Тут что-то прям потрясающий подзак Сарбаева хотели убить. Это в этом же материале? Да. Я говорю, это огненный текст, его прям обязательно нужно прочитать. Суть какая, там Сарбаев когда-то там заболел, его увезли в 22-ю больницу, лечили, потом перевели в 21-ю больницу, там якобы не лечили, как пишет ПроУФУ, и там чуть не убили Сарбаева. В общем, прекрасно. И тут еще врезка статья 125 Уголовного кодекса «Оставление в опасности». Короче, друзья, большой очень текст про Уфу, я напоминаю, он прям на главной висит, откройте, почитайте, я думаю, получите большое удовольствие. И там же на ПроУФУ о том, как у нас Россельхознадзор гордо отчитывается о том, что в апреле он уничтожил 92,5 килограмма свежих яблок из Польши, дорогие друзья. Также на ПроУФУ, я думаю, что и в других СМИ тоже это есть. Ужасно. Ну что, обзор прессы у нас подошел к концу, и сейчас мы предлагаем послушать фрагмент программы «Персонально ваш» с политологом Николаем Евдокимовым, который в том числе говорил про приезд Совета по правам человека в Уфу.
Игорь Каляпин, который является в том числе и членом СПЧ, у нас в эфире сказал, что этот приезд, эта работа делегации, это такой своего рода ревизия того, что Радию Хабирову досталось и с чем он должен работать. На ваш взгляд, визит СПЧ в Башкирию – это что? Это зачем? Несколько странное, на мой взгляд, заявление относительно ревизии, потому что многие общественные институты или институты, которые должны быть общественными, они на самом деле не работают. А почему они не работают? Потому что они начинают фантазировать и представлять, что они являются органами государственной власти. Хотя на самом деле они не органы государственной власти, они органы общественного контроля. На мой взгляд, они не ревизию должны проводить, в общем-то, того, что досталось, а отслеживать ситуацию в режиме реального времени. Что касается Совета по правам человека, да, СПЧ и его визита, меня несколько удивило, что информационное сопровождение визита СПЧ, оно оказалось не таким, как это можно было бы ожидать, потому что все-таки это довольно серьезное событие в жизни республики. И бояться, в общем-то, тоже не было никакого смысла, потому что Совет по правам человека, как и Общественная палата России, например, как и многие другие общественные институты, например, уполномоченные там по правам человека того же самого, в общем, не являются оппозиционерами по отношению к действующей власти, ни по отношению к федеральной, ни по отношению к региональной, а вот выявить какие-то реальные проблемы, это можно было. И в этом смысле, может быть, визит СПЧ, он не достиг тех результатов, которые можно было бы от него ожидать, ввиду того, что как раз-таки общественного внимания было недостаточно к нему. Одно из замечаний, которое точно будет передано Владимиру Путину в итоговом отчете и будет обсуждаться как раз на заседаниях СПЧ, это ситуация с митингами, точнее, несогласование митингов в Башкирии. На одном из круглых столов активисты, в том числе Лилия Чанышева, рассказывали, как в Башкирии не согласовывают все эти акции, ссылаясь на какие-то другие акции, которые в итоге не проходят никогда ни на одной из площадок. Если предположить, что СПЧ действительно даст какие-то рекомендации, изменится ли что-нибудь в Башкирии? Нет, я не думаю. Также продолжат не согласовывать. На мой взгляд, это не проблема Башкирии вообще. Это проблема всей российской политической системы, которая, по сути своей, является системой авторитарной. И естественно, что тот механизм и те сигналы, которые идут из федерального центра, они транслируются точно так же и региональной властью. Поэтому я не думаю, что здесь позиция СПЧ будет играть какую-то роль. Несколько факторов. Ну, во-первых, в целом система политическая на сегодняшний день в России, она невосприимчива к проведению митингов. То есть она носит преимущественно репрессивный характер. Она не настроена на диалог с обществом, в большей степени настроена на противостояние тем силам, которые рассматриваются как оппозиционные. Ну, несложно же заметить, что любые митинги, они начинают восприниматься как проявление какого-то там пятая колонна там, и тому подобные вещи, да. И в Башкирии, может быть, даже не самая худшая ситуация. Вот там губернатор Архангельской области вообще Шелупонью назвал там митингующих буквально вчера там, или позавчера. То есть это вообще ни в какие ворота не лезет, но это довольно точно выражает отношение власти к митингующим вообще. Это первый момент. А второй момент связан с тем, что СПЧ не настолько все-таки авторитетный орган, на мой взгляд, чтобы его там рекомендации были основой для того, чтобы как-то менялся внутриполитический курс. Какие-то конкретные случаи, да, то есть вот как в теории малых дел, СПЧ может на них повлиять, но все-таки это вопрос принципиального характера, вопрос устройства политической системы, и я не верю, что СПЧ способен сегодня влиять на эти процессы. То есть, условно говоря, жалобы врачей на то, что одна бригада скорой помощи там условно получает 37 тысяч рублей, а врачи другой бригады там 25 тысяч рублей в одной больнице, жалобы в ЕСПЧ, они могут как-то измениться, вот эта ситуация. А вот глобально касаемо митингов... Совершенно верно. То есть СПЧ может повлиять на ситуацию в конкретно взятой больнице, например, исправить ее, но повлиять на ситуацию в целом в стране или в одном отдельно взятом регионе, любом, нет подобного рода возможностей, авторитета и рычагов. Это был фрагмент программы «Персонально ваш». В гостях у нас был политолог Николай Евдокимов. Я напомню, этот эфир вы можете еще раз посмотреть и послушать на нашем сайте hmskaufa.ru в разделе «Программы», а также в группе в Фейсбуке и нашем канале в Ютубе. Нам тут Дмитрий смс-ку прислал по поводу превышения скорости и скорой помощи, машин скорой помощи. Дмитрий пишет, что камера не показывает, включены маячки или нет. И мы вот тут в перерыве пытались понять, как это работает, и поняли, что действительно, когда радар направлен на дорогу, он фиксирует исключительно скорость, а потом, да, номер автомобиля. Фоткает номер автомобиля. И фотка черно-белая, поэтому действительно понять, там что-то включено или нет, очень, мягко говоря, сложно. И вряд ли там есть какой-то специальный человек, который сортирует. Вручную, вот да. это скорая, это полиция, а это все остальные, поэтому им штрафы даем, а этим нет. Да, это
Ну, Прям... тут, я думаю, надо решать хотя бы постфактум как-то, да, собирать прям... эти штрафы. Слушай, мне кажется, даже можно обратиться, наверное, в ГИБДД с каким-то запросом, попросить объяснить, как они ловят именно машины скорой помощи и как они вот потом дальше работают. Но мы сейчас поменяем тему, будем голосовать. О чем мы будем голосовать? Про Ульфата Мустафина? Да, про Ульфата Мустафина, который заявил, что Уфа, внимание, опережает европейские города по развитию проекта «Умный город». Вот так вот. Значит, он рассказал на обсуждении передовых методов управления городским хозяйством об этом в Европейской экономической комиссии ООН в Женеве. По словам Мустафина, Уфа не только не отстает от многих городов Европы, но и опережает по ряду проектов в реализации концепции умного города. В пресс-службе мэрии рассказали, что Мустафин представлял в Женеве опыт Уфы, цитирую, в реализации IT-проектов. Речь шла, в частности, о градостроительных сервисах. Научил, наконец-то, хоть заживут сейчас по-человечески в этих Женевах ваших, в Европах. И в других Амстердамах, да? Ужасно. Ну что, если мы берем за основу слова Ульфата Мустафина, что Уфа опережает многие европейские города, давайте проголосуем. И два у нас варианта ответов. Ульфат Мустафин действительно верит в то, что говорит, как вы считаете? И это действительно так возможно? 262, 72, 47. Если вы считаете, что Ульфат Мустафин, возможно, не понимает, о чем говорит, да, либо умышленно вводит в заблуждение, 262, 72, 48. Голосование. Процесс пошел. Итак, если вы, друзья, считаете, что Ульфат Мустафин действительно верит в то, что говорит, а возможно, это так и есть, в принципе, да, более того, вы даже сами в этом как бы можете убедиться, у вас там, я не знаю, система «Умный дом» вокруг вас окружает, на улицу выходите. Мне кажется, мы сейчас потеряем Никиту, Руслан. Там Никита, по-моему, уже под стол ползет. 262, 72, 47, если вы оптимисты и, в общем, абсолютно согласны со словами Ульфата Мустафина. Если вы не согласны, Ульфат Мустафин не прав, ошибается, либо его кто-то ввел в заблуждение. Короче говоря, это не так. 262, 72, 48. Ой, моя любимая тема. Я приехала, тут, знаешь, из Праги. Иду тут такая, значит, по городу, по Варшавской площади. А там трамвай стоит с едой, с шавермой, понимаешь? Ага. Прямо в центре, Праги. Тот самый вот этот вот Вот Татра. тот самый. Причем там, кстати, вот эти трамваи, которые ездят по Уфе, ездят по Праге. Ну, понятно, потому что их оттуда закупали. И вот тот сам трамвай стоит, значит, посреди этой Вацлавской площади. Красный такой, нормальный. Красный, да. Все как у нас, вот прям на гостинке фактически. Я сначала думаю, господи, как-то я же вроде, немножко не в Уфе. А потом смотрю, да, сидят люди, едят какую-то тоже шаверму, тут все нормально. И вот думаю, ведь у нас трамвай еще более ретро. Нет. Да, мэра на них нет. А наш-то еще более такой, я не знаю, олдскульный, да, в нашем случае. А там такой, который по Черниковке ездит, я так понимаю, стоят. Да. Там, в общем, все красиво. Не, я, конечно, согласна. Ульфат Мустафин прекрасен, и я ему не вижу оснований не верить. Естественно, Уфа круче всех остальных городов страны, мира и вообще мы вынуждены подвести итоги голосования, довольно активного, но крайне однозначного. Но результаты такие нам не нравятся. Друзья, все, кто проголосовал, 100% считают, что Ульфат Мустафин в этом смысле не прав. Идем на новости. В 7:30 в Москве, в студии Александр Климов. Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху фактически обеспечил себе победу на состоявшихся парламентских выборах. Его партия Ликуд вместе с правыми и религиозными партиями вместе получает 65 из 120 мест в Кнессете. Так подсчитало государственное радио Израиля Кан после подсчета 94% голосов. Центристский блок Кахоль-Лаван получает в парламенте 35 мест. После объявления официальных итогов выборов президент Израиля начнет консультации с партиями, прошедшими в Кнессет, и поручит одному из депутатов сформировать кабинет министров. Лидеры стран ЕС на экстренном саммите сегодня обсудят ситуацию с Брекситом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна будет объяснить европейским политикам, зачем нужно продление сроков выхода Объединенного Королевства из Евросоюза. Анкара исключена из программы создания
приобретения американских самолетов F-35. Об этом на слушаниях в Сенате сообщил госсекретарь США Майкл Помпео. По его словам, Штаты пошли на такой шаг после того, как Турция решила развернуть у себя российские ЗРК С-400. Вооруженные люди в камуфляже и масках напали на самолет австрийских авиалиний в Тиране. Как передает австрийское агентство печати, с борта похищено несколько миллионов евро. Скрываясь с места происшествия, злоумышленники устроили перестрелку с местной полицией. Один грабитель убит на месте. На месте пассажиры и члены экипажа не пострадали. Иностранные компании регулярно прибегают к услугам обычных авиаперевозчиков для перевозки финансовых средств из Албании в Вену. Совет Федерации рассмотрит сегодня законопроект о запрете хостелов в многоквартирных домах. Утверждение этой нормы нельзя откладывать, поскольку это плохо скажется на жителях, ранее говорила председатель Думского комитета по жилищной политике Галина Хованская. К сожалению, констатирую, что еще один сезон, а именно в сезон туристический, страдают больше всего наши жители от вот такого вот потока, да, нежелательных элементов в многоквартирном доме. Им придется выдержать еще вот один этот сезон. Если Совет Федерации примет сегодня этот закон, а президент подпишет документ, то он вступит в силу уже 1 октября. В Москве сейчас 12 градусов, днем от 11 до 13 градусов тепла, ожидается дождь. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. Eventology 2019. Конференция по событийному маркетингу и креативу. Ключевые профессионалы отрасли, резонансные кейсы, эффективные стратегии. 25 апреля. Краун Плаза Уфа Конгресс Отель. 246 46 52 246 73 74. 18+. Грузоперевозки от 450 рублей за час. Такси 900. От стандартных «Газелей» до пятитонников. 2 900 900. В пятницу 12 апреля в гостях у «Эхо Москвы» директор уфимского филиала «Премьер БКС» Вадим Балтыров. Поговорим о персональном финансовом плане, паевых инвестиционных фондах и других возможностях коллективного инвестирования. Слушайте эфир в пятницу в 8:45. По средам после 13 часов на «Эхе Москвы» в Уфе раскрываем результаты маркетинговых исследований и говорим с экспертами из различных сфер рынка. В программе «Включаем маркетинг». Ведет программу Виталий Пилипчук. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На «Эхе Москвы» в Уфе новости. У микрофона Юлия Сафина. Здравствуйте. В Уфе участница голодовки дольщиков Миловского парка попала в больницу. Голодовка началась после слов Радия Хабирова, цитирую, «шантажировать или оказывать на нас давление – абсолютно бесполезное занятие». Конец цитаты. Эти слова были обращены к голодающим дольщикам. Вечером 9 апреля 32-летняя Елена Александрова была госпитализирована в эндокринологическое отделение 21-й больницы Уфы. Как сообщает медиакурсеть, ей стало плохо еще утром. Упал показатель сахара в крови. Но женщина отказалась от глюкозы, заявив, что хочет, чтобы ее квартиру быстрее построили и готова потерпеть. Вечером ей стало хуже, и врачи настояли на госпитализации. Напомню, в жилом комплексе «Миловский парк» дольщики ждут свои квартиры с 2014 года. На тендер мэрии Уфы на разработку генплана города снова поступила жалоба в Управление Федеральной антимонопольной службы. 9 апреля глава архитектуры подвела итоги конкурса на отбор разработчика генплана, признав его победителем Московский научно-исследовательский и проектный институт генерального плана города Москвы, который предложил исполнить контракт начальной стоимостью 96 миллионов рублей за 91 миллион. В
Второй претендент, Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», предложил меньшую сумму, но не прошел по другим критериям. Как сообщает «Коммерсант», в жалобе, поданной в УФАС, «Гипрогор» отмечает, что заявка его конкурента была подана с нарушениями, а также указывает на неправомерные действия оператора электронной площадки, заказчика уполномоченного учреждения единой комиссии, допустивших заявку к участию в конкурсе, и просит отменить протокол рассмотрения первых частей заявок. Управление Федеральной антимонопольной службы запретило главархитектуре заключать контракт. Рассмотрение жалобы начнется 11 апреля. Вкладчикам Уфимского Роскомснаббанка, у которого в начале марта отозвали лицензию, выплачено 95% страхового возмещения. Как сообщает «Коммерсант», выплаты производят Сбербанк и Уралсиб. По состоянию на 8 апреля 28 тысяч вкладчиков смогли вернуть более 16 миллиардов рублей. В их числе 549 малых предприятий. Общий объем обязательств Роскомснаббанка перед вкладчиками оценивался ранее агентством по страхованию вкладов в 17,4 миллиарда рублей. В Деме двор жилого дома затопило талой водой. Обращение от местных жителей поступило в службу гражданской защиты Уфы 9 апреля в 14 часов. Сотрудники ведомства выехали на улицу Минскую, 19, где произошло происшествие, для оценки ситуации и установки мотопомпы, которая будет откачивать воду. По данным пресс-службы, эвакуация местных жителей не требуется, ситуация взята на контроль. В завершении выпуска о погоде. Сегодня в Уфе ясно, слабый ветер без осадков. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 16 градусов. Сейчас за окнами ясно, 6 градусов тепла. Юлия Сафина, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем «Уфимский разворот». Руслан Валиев, Елена Черкова у микрофонов, Никит Полянин за пультом. +7 927 304 1051 номер для ваших СМС-сообщений, сообщений в Телеграм. Нам тут почему-то очень много пришло сообщений. Эльмир говорит, наш номер недоступен. Наш номер всегда доступен, а тетя Роза, как обычно, радуется за Ульфат Мустафина и любит Уфу. На этот номер просто звонить не надо, на него надо писать сообщение. Да. Видимо, это имеется в виду. Но сейчас важно представить нашего гостя. Вместе с нами здесь директор спортивной школы номер 3 имени Азаматова в Уфе. На мой взгляд, ведущий хоккейный эксперт нашей республики Рамиль Юлдашев. Здравствуйте, Рамиль Галиудинович. Доброе утро. Доброе. Ну что, грустно? Нет. Не грустно? А грустно чему? То, что вы про Салават Юлаев? Конечно, сезон окончен. Салават Юлаев окончил сезон. Многие команды уже окончили сезон давно. Но нам Салават Юлаев подарил такой замечательный сезон. В этом году мы с удовольствием наблюдали и все вот эти игры плей-офф, которых было 17, из которых в принципе во всех командах наша достойно играла. И считаю, что результат в этом году даже никто не ожидал, и тот результат, который показал Салават Юлаев, в общем-то, мы все довольны, все рады, и мы хотим, чтобы этот результат, а то и выше, был бы и в последующие годы. Никто не ожидал, что до финала конференции дойдут? Ну, конечно, если учитывать, что регулярный чемпионат сложился для нас не совсем удачно, и потом все же у нас были перемены в начале сезона, тренер-новичок, да, то есть тяжело было влиться, это мы видели, да, в регулярном чемпионате, были перепады серьезные, но команда после Нового года, да, она преобразилась, и в финале
финальных играх просто показал такой феноменальный просто результат, феноменальную игру просто, знаете, даже учитывая то, что в заключительной игре команда, у меня аж мурашки по коже, команда проиграла, но трибуны полностью скандировали, молодцы. Это вот, в принципе, вот такой хоккей должен быть. Даже проиграть же можно достойно. Вот почему как бы летели стрелы, да, в адрес там отдельных игроков, в адрес отдельной команды, были перемены. Ну, потому что, ну, бывали поражения, да, но они настолько безвольные. И вот это, в принципе, зритель чувствовал, мы все чувствуют, что, ну, не совсем выкладываются, и поэтому были многие недовольны, да, результатом. А вот на сегодняшний день, конечно, ну, все, начиная, скажем, от всех присутствующих на льду, и тренерского штаба, именно руководства клуба, болельщиков, это шестой игрок на поле, это 100% наш болельщик, наверное, самый такой болельщик, который вообще во всех континентальные хоккейные лиги, да, которые встречают команду с аэропорта, провожают команду. Ну как здесь нельзя именно играть и выкладываться при такой поддержке? Я считаю, что в этом году результат замечательный просто. Вот кубок у нас в 2011 году последний раз мы брали, правильно, да? Я помню. Что мешает? Уже 8 лет у нас кубка нет. Почему? Ну, вы знаете, такое слово кубок, да, это не так легко его завоевать. Это, причем, некоторые команды по 2 раза за это время успели. Да. Согласен, но однозначно здесь ответить нельзя. Что, скажем так, почему у нас кубка нету? Кубок 1, команд там 25. И все хотят завоевать этот кубок. Но мы были уже в шаге от него, скажем так, от игр в финале. Но надеемся, что на будущее получится. Ну, каждый год же невозможно. Давайте так, на примере, давайте казанского Акбарса, да. Или всего даже татарстанского хоккея. Уже давно команд Татарстана нету ни в финалах высшей хоккейной лиги, где играет Кубок Петрова, ни в молодежной хоккейной лиге. То есть в этом году и Акбарса самого, да, они в прошлом году становились, и у них тоже задаются вопросы, а почему в этом году не выиграете Кубок, да? Ну, невозможно. У нас идет перестройка в команде, достаточно нормальная, есть местный тренер, достаточно, есть амбициозное руководство, и я думаю, Кубок, он впереди. То есть вот сейчас команда, в принципе, костяк, дай бог сохранить, и на будущий год точечно произвести, скажем, какие-то перемены, какие-то ротации. И думаю, к следующему сезону, если вот так вот идти, то можно подойти именно к финалу, там уже как карта ляжет, скажем. Смотрите, вот вы упомянули казанский Акбарс. Это, пожалуй, единственный клуб, да, не то что даже в России, но и в мире, где вот один и тот же тренерский штаб, один и тот же тренер работает постоянно. У него есть и взлеты, и падения, но он работает. И есть мнение, чаще дилетантское, конечно, да, среди болельщиков, что почему бы не сделать в Уфе так же, вырастить своего тренера, и пусть он работает, да, со взлетами и падениями. На ваш взгляд, эта схема вообще, в принципе, жизнеспособна, применительно к Салавату, в частности? Ну, я скажу так, Белединов, он такой долгожитель. У него тоже были спады, мы помним, он уходил из Акбарса, да, помним, был момент, когда вместо него работал Белов, не совсем получилось. Вот. Но что касается вот именно таких моментов, вот Акбарс пошел по такому пути. Если Салават Юлаев, а к этому все идет, в общем-то, тренер такой молодой, амбициозный у нас, ну, до этого, скажем так, главные тренеры были, конечно, наши местные ребята, там он... Венер Сафин. Да, ну, Венер Расихович был, Анатолий Анатольевич Емелин, там, ну, были, да, где-то в силу каких-то обстоятельств не совсем сложилось, вот, ну... Это, как скажем, однозначно сказать нельзя. Были у нас Быков, Захаркин, пришли, скажем, да, сделали за пару лет какой-то результат и, в общем-то, сложили свои полномочия и ушли из клуба. На ваш взгляд, какой из клубов двух оставшихся более достоин Кубка Гагарина вот на сегодняшний день? Авангард остался и питерский СКА. Ой, ЦСКА, то бишь. ЦСКА. Да. Ну, какой достойный? Они, наверное, оба достойны, раз они вышли обе команды в финал. Ну, я, естественно, буду болеть за Авангард сам, да. Почему? Потому что, почему за Авангард? Потому что, все же, это наш соперник, который нас, скажем, мы достойно с ним сыграли и проиграли, и хотелось бы, чтобы именно команда, которая обыграла нас и стала, да, скажем, победителем. Но я буду за них, потому что они с Восточной конференции все же. Вот. Что касается команды ЦСКА, да, но у них более такая скамейка длинная, да, они могут там, скажем, по полкоманды, полсостава менять, да, на игру выставлять, в принципе, все достойны. Но не всем позволительно иметь такой состав, как ЦСКА, которые, скажем, могут собирать все сливки с России, скажем, даже наши игроки, которые играли в нашей команде, тот же Кирилл Капризов, тот же Антон Слепышев, которые вот
которые на сегодняшний день, конечно, бы нам пригодились, они играют вот именно в ЦСКА. А Капризов разве не в СКА? Кто? Капризов. Или он уже в ЦСКА пошел? Давайте-ка я погуглю. По-моему, Капризов в СКА играет. Нет, Капризов играет в ЦСКА. Уже? Он же в СКА был. Он в СКА не был, он сразу в ЦСКА играл, Капризов. Да? Да, конечно. Скажите, вот я тут такое мнение слышал, ну, оно, возможно, покажется абсурдным, но все же мне вот было интересно спросить у эксперта. Кто-то писал, что якобы наша команда вот начала показывать результат во время плей-офф не потому, что тренерский штаб там какие-то нашел ключики там и решения, а якобы там игроки нашлись, самоорганизовались и как-то вот устранив тренерский штаб в сторону, сами все это сделали. Это вообще возможно? Вы знаете, я вот делаю анализ по этому моменту, потому что это уникальный момент. Как так в регулярке, в принципе, ну мы знаем все 62 игры, ну отметить 1-2 игры, где с Питером там сыграли, так скажем, обе победы одержали, ну может быть еще 1-2 победы, ну все остальное как-то так, да. И команда преобразилась. Но я могу связать, знаете, с чем. Дело в том, что после вот этих всех провальных игр состоялась у команды, не у команды, вернее, у тренера главного, да, и плюс капитана команды встреча с исполняющим с Радим Хабировым. С Радим Фаридовичем Хабировым, да. И команда сразу стала другой. Уж какие волшебные слова Ради Фаридович нашел. И вот это было, я даже помню, это в начале первых числах января, и команда совсем преобразилась. И вот и потом его присутствие на трибуне, это тоже многое значит. То есть вот последняя игра 4,5 часа она длилась, 4,5 часа он находился на трибуне. Это же, вы что, это же такая мотивация. И поэтому я считаю, вот с этим тоже связано очень много. Они как-то точечно, да, поменяли где-то в руководстве, да, пришли люди, которые действительно в хоккее разбираются. Кто-то Василий Анатольевич Чижов, там, куратор хоккея, там, Баширов Ренат. То есть они пришли, то есть это, и команда это почувствовала, что совсем изменилось к ним отношение. Что касается, вот у нас же многое зависит в нашей команде от легионеров. Мы знаем, как наши играют вот эти все легионеры, которых мы сейчас не будем называть. Только, ну, можно назвать, да, Кимпанин, Омарк, Хартикайнен, Мецела и Ларсен, да, которые, как они играют. И что у них не получалось, мы, конечно, мы не знаем. Но то, что к ним нашли какие-то ключики, да, ну, я вот связываю то, что именно к легионерам, все же в штабе есть тренер, финский тренер. Вот. И я считаю, на своем языке объяснить именно может. что он какие-то нашел слова. И потом у Хартикайна не было, скажем, еще, скажем, подписанного контракта. Он подписав контракт, Хартикайна совсем дорого. Я считаю, что на сегодняшний день Хартикайн, но это лучший игрок в континентальной хоккейной лиге. То, как они сохраняют шайбу. Да независимо, с кем они играют, какой бы соперник ни был, они больше доминируют вот этот состав, тройка защитника, плюс вот они доминируют просто на поле. А проиграли с Авангарду в последнем матче длительном все-таки из-за того, что физики не хватило? Или не только это? Ну, знаете, если честно сказать, ну, посмотрите, 69 бросков отраженных Мецела. То есть Авангард в этой игре, конечно, нас немножечко перебросал. Ну, это значит, где-то физические кондиции, конечно, где-то ослабли, возможно. Но и в то же время, знаете, сказать, что наши ребята не могли добыть победу, нельзя. Потому что очень много было моментов. Там тоже вратарь неплохой. Там тоже команда хорошая. Там тоже достаточно серьезная селекция проведена. Да плюс не надо забывать, Боб Хартли — это тренер, который видел Кубок Стэнли, который выигрывал его. Это говорит о том, приглашав этого тренера, они уже дали понять, что мы будем бороться за Кубок Гагарина. Да? Но мы не могли вот этого сказать про нашу команду в начале сезона. И что стало с командой вот после Нового года, вот, ну, просто мы радуемся все. Когда обсуждается хоккей, всякий раз берется во внимание то, что действительно играют легионеры. Многие из них высокооплачиваемые довольно-таки. Вот в связи с тем... и некоторые говорят, что бывает, что люди работают за деньги, и самоотдачи у них не хватает. Вот тут как бы хотел бы уточнить, да, вина ли это хоккеистов, или все-таки тренерский штаб исключительно должен влиять на самоотдачу игроков? И вообще, что делать вот с этим явлением? Ну, вы знаете, что мы, наверное, будем говорить о наших легионерах. Вот. Мы знаем, да, не секрет, что там достаточно они такие, серьезные там у них контракты, да, но и в то же время они их отрабатывают, несмотря на то, что многие говорят, они, скажем, безвольно играют. Но если посмотреть на статистику, на гол плюс пас, то Умарк, он все эти годы, он лучший. Хотя бывают провалы, но он может сказать, ребята, и вы извините, посмотрите, сколько очков набрано мною. Тот же Хартикайн, тот же Кимпанин, и тот же Мецела по числу отраженных бросков, он всегда в лидерах. К ним вопросов нету о том, что они не отрабатывают свои контракты. Другой вопрос, вот посмотрите по плей-офф.
Эти ребята, о которых мы сейчас говорим, об иностранцах, они из 17 играх только в 3 не набрали очки. В 14 играх они набирали очки. То есть это говорит о том, что опять-таки вклад. Но у нас еще же есть россияне, которые достаточно вот сплотились. И вот этот коллектив, кулак, и вот Николай Леонидович Сулыгин, он всегда же говорил, вот вопрос ему задают по отдельным персональным, он говорит, не надо мне задавать. Я говорю о команде в целом. Это действительно так. Это у нас вот в этом плей-офф была команда, единым кулаком. Там независимо от того, вот иностранцы пусть будут, они играют много времени в большинстве, они много решают. Они свое-то очко 2 наберут. А сейчас хоккей какой? Гол забил, уже, скажем, можно... доводить игру до победы. Так же, как вчера ЦСКА СКА играла 2-1, они там долго держались, так и довели практически там на последних секундах, там 3-й гол забили. Вот, хоккей какой. Забить одну, и можно где-то удержаться. Эти ребята, россияне, очень хорошо играют в обороне. Да, и какие-то моменты бывают, они реализовывают. Помним мы, Сергеев забил от синей линии хороший там гол, да, Хохряков забил в меньшинстве. То есть они помогают и в атаке. Но лидерами все-таки остаются легионеры и иностранцы. Почему нет своих? Можно ли вообще сделать в нынешних условиях команду, состоящую из уфимцев, как это было раньше? Давайте говорить так. Вот в этом году у нас на одного уфимца стало в команде больше. Так, это в силу обстоятельств. Вот посмотрите, вот на это тоже обратил внимание. У нас сейчас на последней игре, а я все игры смотрю по телевидению, на БСТ, слушаю наших замечательных комментаторов, с которыми мы очень хорошо дружим. Вот. На трибуне сидят, значит, Панин, Бурдасов, Семенов и т.д. и т.п. То есть там чуть не полкоманды, а это достаточно такие серьезные хоккеисты. Но на результате это не отразилось. Это вот что нравится, взаимозаменяемость. Вышел Эдуард Гематов, это наш уфимский воспитанник Сулейманова. У нас есть еще воспитанник Сулейманова Гореев, который играет в обороне, да. Так он не то, что не испортил картину, он вообще замечательно выглядел. С хорошим катанием, праворуки, побороться, потолкаться, бросить поворотом, злой. То есть вот он, есть у нас резерв, и у нас, в принципе, вот эта вертикаль хоккейная, республиканская, о которой много говорится, она работает потихоньку. То есть есть у нас Толпар, который в этом году замечательно сыграли. Тарос, который до сих пор еще играет, многие команды уже в отпуске. Тарос вот сегодня играет с Тюменью. Агидель, который в финале будет играть, пусть будет. Не надо забывать команда юношеской хоккейной лиги Салават Юлаев 2001, которая сегодня играет с Акбарсом. Надо заметить, вот видите, еще татарстанское дерби. Еще одно из татарстанское дерби, о котором вообще, наверное, никто не знает. Сегодня будет игра. Это Юрматы и город Салават. На финале «Золотой шайбы» в плей-офф будет играть татарстанская команда. То есть, посмотрите, у нас, в принципе, вот эта вертикаль работает. А есть ребята, которые готовы пополнить ряды нашей главной команды. Ну, вот видите, начали обращать внимание. У нас в этом году, вы зря говорите, и Лукин подключался, такого не было в последние годы. Подключался Бусаров, то есть Дубровский подключался. Есть замечательные вратари в Таросе, Тарасов, который, я думаю, что в будущем это будет вратарь, если не уедет в НХЛ, конечно. Вот. Всегда интересовал вопрос, вот сколько нужно ребят привести в хоккейную секцию, чтобы вырастить из них одну звезду, грубо говоря. И, соответственно, сколько нужно ребят привести в секцию, чтобы вырастить команду целую свою. Ну, знаете, вот этот вопрос вообще я не смогу ответить. Можно одного Малкина привести, и все. И не надо их там 120 детей приводить. Одного Малкина нашел где-нибудь в детском садике, да, и одного ведешь до выпуска, и все, ты лучший тренер. Да. Здесь вопрос так стоит. В общем-то, у нас, вы говорите, привести. У нас детей достаточно много. И каждый по-своему талантлив. И вот что касается вот именно вырастить, да, но одной школы, вот Салават Юлаева, школа Салават Юлаева, сейчас тяжело. Потому что наплыв очень огромный, большой. И вот я как руководитель школы имени Азаматова, мы готовы помогать, мы готовы сотрудничать. И, в принципе, наши дети, у нас, в принципе, условия такие же, практически так же искусственный лед. Мы готовы сотрудничать, мы это делаем. У нас хороший контакт со школой Салаватова, с клубом. Вот. Наши детишки более одаренные, более талантливые переходят туда, востребованы в школу Салават Юлаев, в свою очередь, в силу каких-то обстоятельств. И школа Салават Юлаев к нам переходит, тоже есть вот такой момент, скажем, перехода. И в каждом возрасте, вот сейчас, я опять-таки повторяюсь, юношеская хоккейная лига, играет Салават Юлаев 2001, там достаточно много. Одаренных, талантливых игроков, и которые на сегодняшний день играют в сборных юношеских и молодежных команд.
И я считаю, что вот на них можно строить будущее. Вы вот сказали, кстати, хорошую фразу, если не уедет в НХЛ. Почему у нас так давно никто из наших уфимских ребят, из наших воспитанников Словакии Андрей Юлаева... Василевский? Нет, я говорю, давно уже никто. Понятно, что Василевский, понятно, что Радулов тоже, можно сказать, что наш был. Ну ладно, он скорее вернулся же к нам. Ну, такое, ладно. Тем не менее, засветился здесь. Почему давно никто не уезжал? Некому или что? Ну, так тоже однозначно сказать нельзя. Сейчас не сказать, что прям, помните, как было время такое, что массово выезжали из России, вот именно туда, в океан, да, пробовать свои силы. Ну, я не знаю, не могу сказать, но, видимо, сейчас и многие возвращаются же. Многие возвращаются и играют здесь, и не хотят. Просто у нас здесь сейчас в континентальной хоккейной лиге, во многих командах условия, скажем, ничуть не хуже, чем там. Я просто читала интервью недавно Артемия Панарина, и он рассказывал, это бывший игрок СКА, кто не в курсе, он просто рассказывал, что уехал в НХЛ на меньший контракт, но уехал, потому что там круче, потому что это первая лига. Согласны с этим? Да, наверное, согласен. Вот сейчас же вот в средствах массовой информации появилась информация о том, что Бурдасов и Ткачев хотят попробовать в национальной хоккейной лиге. Ну, то есть, знаете, вот жизнь хоккеиста, она не такая, вот, ну, скажем, 10 лет, да. И вот они за 10 лет, в принципе, ребята, каждый желает попробовать, естественно, попробовать. Ну, не получится, они знают, что сюда уж их всегда возьмут, сюда они всегда успеют. Поэтому, если у кого-то есть возможность, если у кого-то есть шанс, даже на меньшие условия, тот же Радулов, он уже жил, здесь-то у него достаточно серьезно все было, и когда он ушел туда, у него условия несколько были хуже, но это национальная хоккейная лига, это престижно. Поэтому, да, у кого есть возможность, они пытаются там быть. Возвращаясь к детскому спорту, вот хотел бы понять, да, может ли мальчишка там условно из бедной семьи стать хоккеистом? Есть такое представление просто, что да, обывательское, что дорого, да, это неправда, знаете. Что значит дорого? У нас сейчас, в принципе, все доступно. Ну, амуниция, она не такая, прям скажем, дорогая, можно это от 5 до 10 тысяч, это не такие большие деньги, одеть мальчика. Вот. Плюс, ну, если там, например, сейчас, а сейчас нет такого, что кто-то вот из родителей одевает БУ, бывшего употребления формы. Это вот в наше время, когда мы росли, нам там найти форму, где-то подшить, зашить, залатать, одеть, потому что не было. Сейчас все доступно, все в зависимости от того, ну, у кого какие возможности есть. Поэтому вообще сейчас никто не задается вопросом о том, что купить амуницию это дорого. Заниматься, вот, например, даже в нашей школе и в школе Салавата Юлаева это бесплатно. До каких-то, вот, ну, знаю, да, в школе Салавата Юлаева, до каких-то, ну, вообще возможность там и автобусы, и перемещаться, да, на соревнования там, и условия там, питания, проживания во многом школа берет там на себя. У нас, конечно, пока таких возможностей нет, но ну, такой вид спорта, хоккей, они приходят с удовольствием. Такой вот, вы знаете, мы находимся, вот наша школа находится в Шакше. То есть там достаточно там и ребята из Иглино, из Шакшинки-2, скажем, Кириллу, Дорогин и так далее. Вот это уже говорит о том, что, ну, скажем, ну, бывает, что так, не совсем обеспечены. Но приходят, занимаются, находят возможности, мы чем-то помогаем, с удовольствием. Причем это хоккей вид спорта такой, да, если он пришел, он оттуда уже уйти нет желания. Куда-то в другой вид спорта. Ну, такой вид спорта, знаете, сами знаете, очень красивый, зрелищный. Ну и хоккейные коробки, да, опять же, обыватели рассуждают, вот, хоккейных коробок не хватает, поэтому надеяться на то, что у нас будет достаточное количество звезд, не приходится. Вот, кстати, вопрос нам слушатель наш присылает, достаточно ли у нас скрытых катков и сколько их в Казани? В Казани достаточно, ну, мы не будем, конечно, в Казани, ну, больше значительно. Но у нас, знаете, ледовые катки с искусственным льдом, у нас они появляются. У нас в Туймазах, в Учелах, в Сибае, в Стерлитамаке, в Салавате, в Нефтекамске, 2 в Уфе, учитывая Салават, ну, то есть Уфа-арена плюс Зорге, с Шакшой 5. В Октябрьском строятся. Они строятся. Растет. Они есть, да. Но я хочу что сказать. Вот эти ледовые катки достаточно молодые. И вот ребята, которые сейчас младших возрастов, они растут. И я думаю, что они пополнят ряды скоро. Благодарим нашего гостя, директора спортивной школы имени Азаматова в Уфе, Рамиля Юлдашева. До свидания. Пока. Радио «Эхо